Сэмана Хундадонухут. Сегодня хочу поделиться с вами, не побоюсь этого слова, открытием в области бурятского языка. Дело в том, что бурят воспринимает себя в окружающем его времени и пространстве совершенно иначе, чем носитель русского языка. К сожалению, грамматика этого не учитывает. Поэтому пытаться освоить бурятский язык с помощью грамматики – дело практически бесполезное. Давайте более подробно рассмотрим этот вопрос. Итак, друзья, начнем с того, что в бурятском языке нет отдельного понятия правый и левый. Бурят не рассматривает себя как точку отсчета для направления в пространстве. То есть человек не находится в пространстве так, что направление расходится от него направо и налево. Бурят – это гармоничная часть окружающего мира, и, соответственно, он использует для ориентации в пространстве изначально присущие ему ориентиры, такие как ход солнца и стороны света. Урда – это юг, хойна – это север, на севере, да, точнее, барум – это западный, зум – это восточный. Вообще, по умолчанию в пространстве бурят находится лицом к югу. Не случайно юрты всегда ставились дверью на юг. Соответственно, когда человек находится в юрте и смотрит из нее вперед, то его правая рука направлена на запад. Соответственно, получается барунгар. А его левая рука в это время направлена на восток, и отсюда идет понятие зунгар. Все, что находится передо мной, когда я нахожусь в юрте, да, и смотрю вперед, находится от меня на юге. Соответственно, передо мной по-бурятски будет урдымни. А все, что находится за мной, находится на севере от меня. Соответственно, за мной по-бурятски хойнымни. Вообще, гораздо интереснее ориентация бурят во времени, а не в пространстве, поскольку для бурят и время, и пространство – это, в принципе, аналогичные явления. И это находит свое отражение в бурятском языке. Например, для привязки действия к пространству, к месту и ко времени используются одни и те же окончания. Например, есть такое распространенное слово газа, то есть улица, какое-то внешнее пространство, да? И чтобы нам сказать на улице или по улице, да, то мы просто добавляем вот это окончание гур. Получается газа гур. То же самое с временем действия. Допустим, утром будет угло. Если мы хотим сказать, что утром какое-то действие совершается, да, мы добавим то же самое окончание. И получается угло гур. Но здесь разница будет только в том, что здесь женская у, здесь мужская. Идем дальше. День будет удр, днем будет удр-то. И то же самое, когда мы хотим привязать какое-то действие к месту. Убр – это пазуха, убр-то – за пазуху. Убр-то – класть за пазуху. И третий вариант тоже аналогичный как со временем действия, так и с местом. Да? Вечер. Вечер по-бурятски будет удуша. Если мы хотим сказать, что какое-то действие происходит вечером, допустим, удушошха, то есть ехать куда-то, да, вечером, то мы используем нулевое окончание, которое присоединяем к слову удуши, и получается то же самое удушошха. И то же самое, да, у нас в отношении места действия. Допустим, монгол – это Монголия, а поехать в Монголию будет монголошха, то есть тоже здесь можно применить нулевое окончание. Итак, одни и те же окончания в бурятском языке используются для привязки действия как ко времени, так и к месту, к пространству. И это еще не все. Не только одни и те же окончания, но одни и те же понятия используются для привязки действия и ко времени, и к пространству. Например, эдиохын урдте. Эдиохы – это прием пищи, да? А урдте – это буквально южная сторона. То есть эдиохын урдте – это буквально на южной стороне от приема пищи, то есть перед приемом пищи, да? То есть во времени до приема пищи.
И эдиогн хойн. То есть эдиогн это как бы совершенные действия, совершенный прием пищи, да? То есть буквально на севере от завершенного приема пищи, позади совершенного приема пищи, то есть после приема пищи. Это направление перед за мной, да, но и в пространстве у нас еще есть стороны. Да? То есть по сторонам по-бурятски будет хажуугар. И используя это слово в качестве времени, допустим, словосочетание эдиохн хажуугар, получается буквально по сторонам от приема пищи, то есть одновременно с приемом пищи или наряду с приемом пищи. Итак, друзья, мы с вами видим, что время это такая же реальность для носителя бурятского языка, как и пространство. Причем все, что было в прошлом, оно перед нами, да? Все, что в будущем, за нами. Достаточно легко объяснимо, поскольку все, что перед нами, мы видим, то есть мы видим прошлое, будущее мы не видим. Оно как бы находится за нашей спиной. Но от того, что мы его не видим, оно не перестает быть такой же реальностью, да, как пространство за нашей спиной. Поэтому есть отдельные люди, которые умеют оглянуться назад не только в пространстве, но и во времени и, соответственно, предугадать какие-то будущие события. Итак, друзья, мы с вами увидели, что в бурятском языке понятие время совершенно другое, чем в русском. Да? И, соответственно, время в бурятском языке это такое же единое явление, как и пространство. Это такое же единое целое, неразрывное. Соответственно, в бурятском языке нет отдельного будущего, отдельного настоящего, отдельного прошедшего времени. Но, тем не менее, грамматика, накладывая бурятский язык, точнее его грамматику на лекало грамматики русского языка, да, вводит такие понятия, как временные формы глагола, и это очень сильно препятствует тому, чтобы понять и почувствовать бурятский язык. Вот давайте рассмотрим на примере глагольной формы явно. Допустим, алдыр явно. Ну, это будет переводиться как алдыр идет. То есть явно как глагол в форме настоящего времени. Вот это окончание на не, оно в грамматике бурятского языка трактуется как окончание формы глагола настоящего времени. Но стоит нам добавить в это предложение контекст в виде слова углодер, которое означает завтра, и мы получаем предложение алдыр углодер явно, то есть алдыр завтра пойдет или завтра уйдет или уедет. Соответственно, мы видим, что здесь уже будущее время, здесь настоящее, да? Что эта форма никак не ограничивается только настоящим временем. И теперь рассмотрим третий случай. Алдыр хая явно. То есть хая это недавно, это специальная частица, а все вместе это будет означать алдар недавно уехал. То есть мы видим, что в данном случае уже эта форма с окончанием на не использована, передает действие, совершенное в прошлом. Таким образом, мы видим, что вот это окончание на не это не окончание временной формы. Время нет у бурят разных отдельных времен. Время едино. А вот это на не это на самом деле не временная, а смысловая форма, если рассматривать ее не с позиции того, как она описывается в грамматике, а как она вообще есть в бурятском языке. Это смысловая форма, которая передает основное действие в предложении. Поэтому, друзья, всем тем, кто желает осваивать бурятский язык, предлагаю в обязательном порядке учитывать эти мировоззренческие аспекты для того, чтобы в полной мере понять, почувствовать и с удовольствием использовать в своей жизни бурятский язык. И еще один момент, друзья. Известный полиглот и лингвист Дмитрий Петров говорит о том, что ряд современных языков сохранили в себе более полное, более объемное восприятие окружающего мира. Думаю, если бы Дмитрий Петров познакомился с бурятским языком, то он бы точно причислил его к этой категории. Поэтому, друзья, рекомендую всем осваивать бурятский язык. Дахим улзатра, бачте.